Сегодня гость нашей студии Мустафа Джемилев, депутат Верховной Рады Украины, крымско-татарский политик. Вопросы гостю я, Андрей Шарый, буду задавать вместе с обозревателем татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Мустафа, добрый день, спасибо, что пришли к нам в студию. Относительно недавно, так уж случилось, вы общались с Владимиром Путиным в разгар крымского кризиса. У вас есть понимание, чем он руководствовался, когда принимал решение отобрать у Украины полуостров? Личные мотивы были у него? Ну, о личных мотивах он не говорил. Он говорил о том, что якобы в Киеве установился такой фашистский бандеровский режим, незаконный, и что там угроза русскоязычному населению. И поэтому он, дескать, вынужден был принять такие меры. То есть та пропаганда, которая там для внутреннего потребления дается, и то, что он говорил мне, человеку, который пришел с Майдана, было, конечно, немножко очень не совсем разумно, но, тем не менее, у него такая точка зрения была. А вас он слушал? Да, конечно. Я ему высказывал свою точку зрения, но он повторял свое. Получалось, как будто бы разговор двух глухих. Каждый говорит свое. Он говорил о необходимости, когда я сказал, что надо бы вывести свои войска из нашей территории, это грубое нарушение международных норм. Но он говорил о том, что будет способствовать решению всех проблем крымских татар. Очень бы не хотелось бы, чтобы крымские татары там ввязались в какие-то возможные инциденты, не стали бы объектом провокаций. Я ему говорил, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы не было провокации, но в условиях оккупации это проконтролировать ни вы, ни мы не сможем, поэтому есть большой риск. Он говорил о том, что вот решит все проблемы крымских татар, сделает больше, чем Украина за 23 года сделала. Я говорил о том, что, конечно, это надо делать, потому что Россия несет ответственность за то, что мы в таком положении. Ибо Россия, в составе России нас депортировали и подвергали геноциду. Но это надо решать по соглашению с нашим. Он говорил о том, что... И когда я говорил о необходимости вывода войск, он говорил, давайте проведем референдум, узнаем мнение крымского народа. Я ему говорил о том, что такого понятия, как крымский народ, есть, нету. Есть коренной народ, крымские татары, есть переселенцы, другие национальности. И вот это понятие права народа на самоопределение, оно касается только коренного народа. А мы не собираемся участвовать в этом референдуме, полностью его бойкотируем. Но он все равно повторял, давайте подождем до 16 марта, узнаем мнение крымчан. А министерский пост предлагал вам? Нет, такого не предлагал. Исторически известная стратегия московских властей «разделяй и властвуй». Да? Татарстан используется в Крыму сейчас, чтобы переманить на сторону Москвы. Также артисты туда едут, президент Татарстана несколько раз был. Насколько эффективна эта политика сейчас? Там они используют не только Татарстан, но в большей степени Татарстан. Они сейчас, например, Татарстан вроде берет шефство над Бахчисарайским районом, Башкортостан берет над Карасу-Базарским районом, еще какие-то области, Ялту, по-моему, берет Санкт-Петербург, что такое. Ну, конечно, создалось впечатление, что они особое значение придают Татарстану. Удалось у них это? Я думаю, что не удалось, но ведь Меджлис не отказывается от диалога ни с кем. Они встречаются, они высказывают свою позицию, но у вот этих представителей, которые приезжают в Крым и которые приглашают наших в Казань, у них свои цели, конечно. В конечном счете уговорить крымских татар, чтобы они приняли оккупацию, согласились с оккупацией, и больше Кремлю не создавали бы проблем. Но поскольку у них в этом плане, по-моему, наметились сбои, сейчас стараются уже Татарстан отстранить от этого. У них даже, насколько нам получена информация, у них даже опасения такого рода, что крымские татары могут оказать дурное влияние на поволжских татар. И поэтому, чтобы эти контакты надо бы преуменьшить. Вот такое есть мнение тоже. Сейчас больше делается ставка на старую советскую политику, разделить крымских татар на хороших, которые будут служить
без всяких принципов, отрабатывать то, что им дадут. И действительно, там кое-каким крымским татарам дают какие-то должности, потом их вводят на встречу с Путиным. Вот это хорошие татары. И есть все такие признаки того, что будут закрывать меджлис, то есть запрещать меджлис на всей территории. Об этом, кстати говоря, прокурор Крыма по кличке Няша, по-моему, я фамилию ее не помню, уже делала такое предупреждение. Насколько вы лично согласны с политикой меджлиса сейчас, будучи за пределами Крыма? Сложный вопрос. Вы знаете, вот сидя в Киеве, конечно, можно говорить, вот это правильно, вот это неправильно, но люди там живут. Они встречаются с такими трудностями, с реальностями, которых, скажем, у меня в Киеве нет. Конечно, в идеале я бы не хотел, чтобы никакого участия в структурах власти оккупационного режима не было, чтобы ни один крымский татарин не брал российский паспорт. То есть, но прекрасно понимаем, что полностью 100% обеспечить это невозможно. Люди не все такие на 100% идейные, чтобы пойти за свои идеи, там, пойти на какие-то решения. Поэтому Меджлис принял, даже не Меджлис, Курултай принял решение большинством голосов, что нужно направить 2 своих представителей в структуры власти для решения каких-то там социальных проблем крымских татар. И которые якобы потом, если их действия окажутся неэффективными, можно было бы отозвать. Они также приняли решение, что поскольку если не получать российские паспорта, то практически там невозможно жить, ибо все, кто не принимает российские паспорта, они рассматриваются как иностранные граждане, а это значит, они не имеют права работать, имеют право прожить с видом на жительство 90 дней, а потом выехать, потом снова ходатайствовать на вид на жительство, прожив полгода за пределами Крыма. Но это нереально, невозможно, чтобы крымские татары с детьми выезжали на полгода, где жить. А эффективной какой-то другой поддержки у них нет, поэтому сказали, что пусть берут паспорта. Я, например, был против этого. Ибо уверен, что если бы нам удалось бы, ну, если не 100%, хотя бы 80% хотя бы отказались бы брать паспорта, я посмотрел бы, как оккупанты будут выдворять этих 80% крымских татар за пределы Крыма, как иностранцев. У них бы это не получилось. Но это, конечно, сопряжено с большой работой. Мустафа, вы, видимо, самый плохой татарин крымский в методологии, в терминологии Кремля, поскольку вас еще и не пускают на территорию России, сейчас в Крым, на родину, к вам. Вы не опасаетесь, что в этой ситуации вы утратите политический контроль за Меджлисом, за своими там соратниками и останетесь в Крыму просто как такой посол на Украине крымского татарского народа? Ну, сейчас же не такие, не советские времена. Есть средства связи, скайпы, телефоны, контакты есть. И, кстати говоря, следующее заседание Меджлиса мы наметили провести на территории Херсонской области. Я буду встречаться со всеми членами Меджлиса. Ну, а так, поодиночке, по несколько человек приезжают регулярно. Рифат Чубаров совсем недавно, 3 дня тому назад, он был на инаугурации. Перед инаугурацией он приезжал, правда, на инаугурацию не попал. Мы все время там контактируем с ним. Так называемая украинская эпопея, мне кажется, заканчивается для России. Да? Была передышка для мусульман. Сейчас у нас есть новости, сведения, что новые репрессии начинаются в регионах. Следует ли бояться крымским татарам, мусульманам каких-то репрессий? Что их ждет в ближайшем будущем? Во-первых, попытка, скажем, уговорить, договориться с высшим представительным органом крымских татар, Меджлисом, провалилась, не получилось. Теперь они берут другую стратегию. Кстати, с самого начала там были, насколько нам известно, 2 течения. Одни говорили, надо обязательно договориться с Меджлисом, иначе будут сложности. Другие говорили, с ними невозможно договориться, надо сразу их давить. Они сейчас, по-моему, приходят ко второму варианту. Но вот опасения какой-то части наших крымских татар, которые, кстати говоря, с первых же дней оккупации покинули Крым, о том, что могут депортировать, как в 1944 году, всех, ибо такие разговоры уже шли.
там так называемые казаки или там отряды самообороны, а там это весь сброд. Так называемые казаки никакого отношения к казачеству не имеют. Это полукриминальные или криминальные элементы. То же самое, так и самооборона. Бомжи бывшие там или еще что-то. Поэтому были серьезные опасения, что будут такие репрессии. Но этого тоже не произошло, и, я думаю, не должно было произойти, потому что все-таки на дворе 21 век. Скорее всего, будет такая же стратегия, как во время первой оккупации Крыма в 1783 году. Тогда тоже были очень большие обещания, крымские татары будут счастливы под скипетром Екатерины II, что они все их будут пользоваться всеми правами. Но потом просто собрали лидеров нации, там военноначальников, духовных лидеров, просто перерезали им горло, а потом создали условия, вынуждающие крымских татар покинуть свою родину. И буквально через несколько десятилетий мы уже на своей территории, на своей родине были национальным меньшинством, хотя во времена Крымского ханства составляли где-то 90 с лишним процентов. Такая вот тенденция наблюдается. То есть уже идут угрозы там, членам Меджлиса, что ему запретят, по крайней мере, въехать или там возбудить уголовное дело по каким-то статьям. Это причем не только руководителям Меджлиса, но и бизнесменам, скажем, будешь вести себя хорошо, твой бизнес будет работать, нет, так найдем средства. А средств можно очень много найти, там и санэпидстанции, пожарные, там перекроют. Извините, есть сведения, что многие уезжающие крымские татары это именно религиозные люди. И можете это подтвердить? Ну да, там есть приверженцы Хизбут-Тахрир, которые на территории Российской Федерации считаются запрещенными. И значительная часть этих Хизбут-Тахрир, но поскольку их в Крыму вообще было не так уж много, они многие там действительно покинули. Ну и кроме того, другие люди тоже, просто совершенно светские люди, мусульмане постольку-поскольку, и то они покидают, но основной мотив, почему они покидают, они уже привыкли жить в обстановке свободы, относительной свободы. Я не говорю, что Украина эталон демократии, но по сравнению с Россией мы на несколько порядков выше. И вот когда устанавливается режим, очень противоречащий тому, что мы за 23 года привыкли, это очень неудобный вот дискомфорт для людей. Я напомню, что гость студии «Радио Свобода» сегодня Мустафа Джемилев, крымско-татарский политик. Мустафа ага, вы как считаете, предел сопротивления крымско-татарского народа велик? Может быть, стерпится, слюбится, кого-то купят, кого-то вот уедет, кто-то уедет под давлением, о чем вы сейчас говорили. И как-то все образуется? Или вы думаете, что потенциал значителен для того, чтобы этот вопрос оставался актуальным для повестки дня политической, не только для крымско-татарского сообщества, но и для Москвы тоже? Жизнь есть жизнь, собственно. Очень трудно, конечно, предусмотреть с точностью, как она будет, но я сужу по тому, как у нас было при советской власти. Конечно, не все были активистами национального движения, не были, которые там славы КПСС, но в душе все равно поддерживали национальное движение. Примерно вот такое же будет. Некоторые будут, конечно, вынуждены там соглашаться с оккупантами, но все равно, если сейчас, скажем, сделать такой чистосердечный опрос среди крымских татар, воспринимаете ли вы присоединение Крыма к России как положительный, или вы хотите вернуться там, скажем, в состав Украины, я думаю, более 96% скажут, за исключением, может быть, тех некоторых, которым там пообещали теплые места или что-то такое. И те людей, у которых нет никаких вообще принципов. Внутреннее сопротивление всегда будет, но насколько оно будет активным, конечно, зависит от того, как, например, мы организуемся, сможем организовать, поддержать тех, кто сопротивляется. И, видимо, насколько жестким будет режим оккупантов. В свое время вы брали на воспитание чеченских детей во время войны. Вы знаете об их судьбе, где они, кто они были? Они регулярно приезжают ко мне, не каждый год, правда, но последний год, в прошлом году они приезжали. Эти 6-летние малыши сейчас 20-летних парней, красавцев, превратились. Они там, они приехали в гости, я у них там расспросил, каковы перспективы. Кончили они там нефтехимический факультет, перспектив в Грозном не будет. Я им предложил обучение в университете на Северном Кипре.
Они так обрадовались. А университет Северного Кипра, Ближневосточный университет, нам ежегодно выделяет по 5 мест квоты для бесплатного обучения крымских татар. Поскольку квоты были уже использованы, я специально вылетел на Кипр, договорился с ректором, что этих ребят тоже взяли. И теперь они обучаются в этом Ближневосточном университете, в Северном Кипре. И когда они узнали, что у нас произошло, звонок интересный. Папа, у нас что, война? Нам надо возвращаться? Я говорю, нет, ребята, вы учитесь, а здесь мы разберемся здесь. Они нас родителями называют, меня Софи, наверное, матерью. Такие прекрасные наши. Вы один из ветеранов уже украинской, советской политики, и один из заслуженных, уважаемых диссидентов, борец с режимом, депутат парламента. Сейчас вы, в общем, слегка оторваны от народа своего и мудрый, уважаемый человек. Вы не хотите выйти из политики сейчас? Вообще-то я сдал должность председателя Вот я Меджлиса, об этом, думал, у меня уже будет спокойная жизнь, может быть, я мемуары напишу, но русские испортили всему эту весь режим, так что приходится... Не дождетесь, да? То есть... Да, пока, по крайней мере, пока не освободим Крым, я буду на ногах. День независимости России. Что бы вы посоветовали, Пожелали россиянам в этот день? Знаете, у нас большие надежды, в том числе на внутренние силы России тоже. По большому счету, то, что сделала Россия, его руководство, она наносит большой ущерб базовым интересам России, россиян. Это путь катастрофы, путь изоляции, путь дискредитации этого государства. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы как можно быстрее Россия все-таки стала демократическим государством, и чтобы она восстановила уважение, то есть не восстановила, собственно говоря, никогда уважения не было, потому что там никогда демократического режима не было. Чтобы она стала уважаемым государством в мире, чтобы она соблюдала все международные нормы. А для этого, конечно, нужно там сменить режим. И дай Бог россиянам силы и мудрости, организованности, чтобы они оказали такое сопротивление режиму, которое вынудило бы пойти на какие-то демократические реформы, чтобы она стала демократическим государством. И тогда вопросы нашей территориальной целостности, она решится мирным путем. Это будет и в интересах России, и в интересах нашего украинского государства. Спасибо огромное. Мустафа Джемилев, депутат Верховной Рады Украины, крымско-татарский политик, сегодня был гостем студии «Радио Свобода». Вопросы ему задавали Алсу Курмашева и Андрей Шарый. Всего доброго.